Сергей Миронович, вы помните события 15 и 16 июля 1989 года? Да, конечно, помню, еще как. Можете рассказать об этих событиях? Что это вообще было такое? Конфронтация тогда вот такого уже накала достигла, и поводом послужило, уже последней каплей было это разделение университета нашего. И в тот день, когда хотели, грузинская часть этого университета хотела проводить приемные экзамены в отколовшуюся часть университета, там собрался народ с одной стороны, с другой стороны. Можете уточнить? Разделился университет в каком смысле? Был вот Абхазский государственный университет. Был Абхазский государственный университет. Грузинская часть этого университета решила отделиться, потому что вот та конфронтация, которая в обществе была, она, естественно, и в университет тоже перешла. И среди преподавателей, и среди студентов тоже такие конфликтные ситуации были. И грузинской части не нравилось, что университет называется Абхазским государственным университетом. Считали, что такого прецедента нет. Он должен называться Сухумским, как и другие, как Тбилисский, там университет Московский и так далее. Вот. И на этой почве вот, произошло такое. Ну, они, собственно говоря, имели, конечно, меркантильные какие-то интересы, потому что, ну, скрывать не будем. У них был интерес в том, чтобы самим решать вопросы там, финансовые. То есть вот здесь даже не политические. Ну, да. Ну, политика это был предлогом, конечно. И вот они отделились тогда, и в первой школе, тогда была грузинская школа, они вот отделение свое сделали тогда, и прием там хотели экзаменов провести. Вот. В это же время в парке, который сейчас Шинкуба называется, тогда собрался большой митинг грузинский. Вот. И в это время там проходил наш один активист, и он это сфотографировать решил. И когда он это сфотографировал, на него напали, избили. Этот слух дошел до тех, которые собрались перед этой школой первой, абхазцы. Они ринулись туда, и это произошла драка. А у меня, это незадолго до этого, было такое покушение, у меня до сих пор рука вот кривая. Вот, и я с перевязанной рукой был в гипсе. И мне позвонили, сказали, что вот такое происходит. Я примчался, и мы с Нударом Чанба тогда побежали в этот парк, чтобы как-то, и старались людей как-то разводить. Ну, в общем, накаленная ситуация была. И вот этот день был тогда, когда нам пришлось уже, грузинская часть населения начала собираться в том, чтобы расправиться. Из районов начали съезжаться. Тбилиси, как я знаю, приезжали. Из кадры на КАМАЗах едут. Это из Тбилиси это потом было. Сначала с районов на машинах уже организованно это все было. Начали подвозить людей, а мы людей собрали на площади Ленина. Там поставили автобусы, машин, какой-то такой оборонительный, создали рубеж. Вот. Я помню тогда, кстати говоря, удивительное дело, транспорт не работал, а у меня мать слепая была. Мы жили в районе недалеко от, вот, где сейчас Министерство обороны дома. И она попросила соседку, и соседка ее привела на площадь, и мне говорят, тебя мать ищет. Ну, я удивился, я вышел, нашел ее в толпе, что такое? Она держит 2 полиэтиленовых пакета с пустыми бутылками. Я говорю, что это? Она слышала, оказывается, что мы делаем коктейль Молотова, и принесла бутылки пустые, понимаешь? Вот какой настрой был в обществе. Это, в конце концов, закончилось тем, что эвакуировали потом людей, как катерами в Ачамчиру отправили, кого в Гудауты отправили, как-то рассосилась эта ситуация. А потом еще, значит, из Грузии большая масса людей шла, и там на реке Галицга их остановили, там, в общем, на мосту машину, там Хиба парень такой был, его потом, когда война началась, сразу убили грузины. Он на бензовозе работал, он бензовоз поставил на мосту и поджег. Ничего себе. Да, остановили там. Война могла начаться намного раньше.
Ну, вот такие события происходили, да.